Ассаламу алейкум, Асан. Уже который раз я пытаюсь задать вам вопрос. Кто эти загадочные предки Нахчийцев и Хурита Урахтов? Ва алейкум ассаламу, нормально. Ну, я не знаю, я не затрагивал, по-моему, тему загадочных предков Нахчийцев и Хурита Урахтов. Но общие предки, безусловно, были, потому что общность нашего происхождения выдается языком, сходством нахчийского и хурито-урартского языков. И это не мое утверждение, а это утверждают ведущие ученые востоковеды. Вали ТМ. Ассаламу алейкум, Асан. Хочу рассказать про очень интересную новость. Я недавно узнал, что у дегорцев тоже мама – это нана, как и у чеченцев. Я немного офигел, когда это узнал. Меня теперь не переспорят. Считаю дегорцев не иранцами. Как думаешь? Мне кажется, это точно не просто заимствование. Да, кстати, считаю вообще Алан в целом нахского происхождения, но думаю, был союз также. Ва алейкум ассалам, Валид. Ну, нана – это очень древнее слово. Это слово в значении госпожа, богиня присутствует еще в шумерском языке. А в нашем языке нана, слово нана имеет три значения. Первое значение – это биологическая мать. И сананью – это, знаешь, что такое? Ну, биологическая мать. Есть социальный аспект этого термина. Когда мы говорим хусамнана, это уже как бы значение госпожа. Госпожа этого дома, хозяйка этого дома. Ну и третье значение – это как бы богиня, сакральный смысл. Ну, например, мы говорим Хинана. Это был такой языческий персонаж. Это уже как бы сакральный уровень. То есть мы видим в чеченском языке три значения: биологическая мать, госпожа, хозяйка и богиня. То же самое было и в шумерском языке, ну и во многих других языках. Ну, даже в баскском языке мать – это нана. Ну и русская няня – это тоже слово родственное нашему нана. Такие имена, как Нина, Наина, Нонна и так далее, эти имена тоже происходят от этого термина нана и означают госпожа. Так что это очень древнее слово, оно присутствует не только в нашем языке, я повторяю, это слово известно еще в шумерском языке в тех же трех значениях, что и в чеченском языке. Кстати, и термин дада, этот термин тоже имеет три таких значения, смысла. Первое – это как биологический отец, садавуи. Второе – кефт давуи, хозяин этой усадьбы, это уже социальный аспект. Ну и третье – дада, это как божество, ну и так далее. То есть там тоже такое зеркальное отражение, как нана, дада. Эти два термина, они имеют вот такие, трехэтажный смысл, скажем так. Вот тут зритель по имени Важа Размадзе написал мне какие-то пакости. Он пришел в страшную ярость от моего утверждения, что у меня был вопрос, кто придумал грузинский алфавит. Я ответил Мисроп Маштоц. Но оказывается, это очень горячая тема во взаимоотношениях грузин и армян. Я высказал самое распространенное мнение. Любой из моих зрителей, если он хотя бы загуглит эту проблему, он увидит, что там идут дебаты. Одни ученые отстаивают мнение, что действительно грузинскую азбуку, алфавит придумал армянский просветитель Мисроп Маштоц. Грузины это отвергают, но среди грузин есть ученые, которые подтверждают армянское происхождение этого алфавита, и в то же время среди армянских ученых есть ученые, которые говорят, что не Мисроп Маштоц придумал грузинский алфавит, а сами грузины. Ну и в карте Сховриба у Леонтия Мравели содержится указание, что первый царь Грузии Фарнаваз,
Ну, считается, это рубеж 4 и 3 веков до новой эры, что вот книжную премудрость ввел в Картли именно царь Фарнаваз. Это тоже есть. Но самая древняя письменность на грузинском языке, она на территории самой Грузии, она датируется XI веком. Ну, правда, есть сообщения, что найдены какие-то письмена 3 века новой эры, обнаруживаются другие следы письменности. То есть это такой неоднозначный вопрос. И я ни в коей мере не хотел влезать в эти дискуссии. Я говорю, что проблема датировки грузинской письменности и его происхождения, она далека от моих научных интересов. Поэтому я оставляю эту тему, больше не буду ее затрагивать. По моему мнению, сами грузинские и армянские ученые должны решить этот вопрос, и прийти к какому-то научному компромиссу. И я уверяю, если выяснится, что грузинская письменность, она была создана еще до новой эры, я только обрадуюсь за грузин и поздравлю их с этим культурным достижением. Тут очень много таких гневных вопросов на эту тему. Это и Том Занти пишет, тоже гневная отповедь, и Мира Благвилава, и так далее. Я могу только повторить, но я не занимаюсь проблемой происхождения грузинской письменности. Это очень интересная тема. При случае я изучил бы, конечно, прочитал бы солидное научное издание на эту тему. Как-то эта тема до сих пор как-то обходила меня. Поэтому ни в коем случае я не болею в этом вопросе ни за армян, ни за грузин. Я хочу, чтобы был найден компромисс, и происхождение грузинской письменности было установлено научными методами с опорой на научные факты. И The Chechen Factor. Ассаламу алейкум, Асан. Я так понял, что эры хоть и были в Кахете и в Арцахе, но это были древние чеченские военные общества. Они много мигрировали, а после нападения турок, сельджуков ушли 2 потоками в Чечню и Осетию из Кахетии. Читал твою работу «Дорога эров». Получается, если именно они послужили названию Ирон, то, думаю, этногенез Астин найдет рано или поздно новые родственные связи с чеченцами. Корни общие должны найтись. Ва алейкум ассалам, Чечен Фактор. Да, действительно, у меня есть такая статья. Действительно, там констатируется, что эры переселились на Северный Кавказ из Кахетии в XI веке. А если говорить более конкретно, в 1068 году. И то, что между чеченцами и астинами существует этническое родство, выявляется и ДНК-исследованиями. Среди астин очень значительный процент нашхинской ветви от чеченцев, так она называется у специалистов. И кроме того, существует схождение в языках, в обычаях, в антропологии и так далее. То есть там целая система родства. Эти вещи, они прописаны в научных изданиях. Их надо просто целенаправленно собрать, превратить в одну работу. Тогда это прозвучит очень убедительно и доказательно. Наследник Гуража. Ассалам алейкум, Асан. Хочу услышать твое мнение, кто вероятные наследники Алан и куда они могли исчезнуть, если нет прямых наследников. Я не историк, но мне что-то подсказывает, в войнах и не Аланы, а осетины, тем более не Аланы. Ва алейкум ассалам, наследник Гуража. Я много раз говорил, что, по моему мнению, все северокавказские народы в той или иной степени являются наследниками Алан.
Я имею в виду, прежде всего, карачаевцев, балкарцев, если двигаться с запада на восток, карачаевцев, балкарцев, осетин, ингушей и чеченцев. Я думаю, что в процессе исследований по ДНК исследованиям, по археологическим исследованиям, когда-нибудь и не в таком отдаленном будущем будет установлена степень присутствия того или иного современного кавказского, северокавказского этноса в аланском государственном образовании. Ну, аланы, они известны в письменных источниках от Китая до Северной Африки, то есть вот так вот они рассеивались, скажем так, по земной поверхности. Вместе с вандалами они ушли в Западную Европу, через Францию, Испанию, потом через Гибралтарский пролив переправились в Северную Африку и создали королевство вандалов и алан на том месте, где в древности находилась Карфагенская держава. Вот это королевство, оно просуществовало так около 100 лет, более 100 лет. Потом византийцы разгромили это королевство. Ну и, судя по всему, вандалы, аланы вернулись в Европу и там рассеялись среди европейских народов. Ну, известно, что монголы нанимали алан, и в составе монгольских войск аланы доходили до Китая. В китайских письменных источниках они упоминаются. Очень много об аланах писали византийцы, арабы. То есть существует большое количество письменных источников по аланам. Ну и плюс к этим письменным источникам существуют археологические исследования. То и дело находятся какие-то новые письменные памятники алан и так далее. Но я думаю, что в процессе накопления знаний вот эта аланская проблема, она будет решена, если не окончательно, то хотя бы в значительной степени. Казбек Беков. Хасан Атейп Турко. Я как-то разговаривал с одним из этого тейпа, он сказал, что их прадеды пришли из Турции, и потому их тейп называется Турко. Казбек Беков, это естественно, если сегодняшний чеченец, он услышит, что он представитель тейпа Турко, то первое, что ему придет в голову, Турко. Есть турки, мы турко, значит, мы происходим от турок. Это вполне естественно. Вот такая трактовка, она называется народной этимологией. Судя по ДНК-исследованиям, я на эту тему разговаривал с Пахрудином Арсановым. Он мне сказал, что происхождение вот этого тейпа, оно закавказское, и конкретно где-то в промежутке между 2000 и 1500 лет назад они, скорее всего, переселились поближе к нам, за Кавказье, из Колхиды, а потом уже перебрались на Северный Кавказ. То есть это очень древний компонент в составе чеченского этноса. Ничего турецкого по ДНК-исследованиям в тейпе Турко нету, наоборот, это бесспорно чеченцы, причем чеченцы, представляющие очень древнее сообщество. И жили они, как говорит Пахрудин Арсанов, около Мцхеты, вот в этом районе Мцхета, Тифлис, окрестности Тифлиса, Дарьял и так далее. То есть в том месте, где арабские письменные источники фиксируют позже цанаров. Но это твердо установлено, что этот регион занимался в древности и в средние века нахчийцами. Об этом существует научная литература. Ну и что самое для меня интересное, у меня есть небольшое исследование о бунтурках. Был такой древний народ на Кавказе, именно там, вот около Мцхеты, в этих краях. Бун – это некий иранский термин, обозначающий место расселения, страна, местность и так далее. Основное название – турки, вот этого племени.
Этот народ, это не племя, народ, он упоминается в древних грузинских летописях, в Мокцевая Картлиса, обращение Картли в христианство, это один источник, другой это Леонтий Мравели, жизнь картлийских царей. Там фиксируется, что у бунтурков было много городов, крепостей, и рассказывается, что это коренные жители этой местности, что там жили не грузины, а бунтурки. Потом на них пришел войной Александр Македонский. Я излагаю то, что содержится в грузинских летописях, в письменных источниках средневековых. Но первый раз Александр Македонский получил такой мощный отпор и отступил, потому что это был народ, который жил в укрепленных городах, крепостях. Эта деталь особо подчеркивается. Потом Александр Македонский пришел с более сильным войском, победил бунтурков и поселил там картвелов, скажем так. И появилась вот эта первая царская династия в Грузии. И, что интересно, у хуритов есть термин турукка, турка, и этот термин означает жители крепостей, укрепленных городов. И я убежден, что вот эти бунтурки, которые жили в Закавказье, они носят хуритское название, что и означает жители крепостей, укрепленных городов. Повторяю, в грузинских средневековых письменных источниках особенно вот так подчеркивается, что бунтурки жили в крепостях и городах. Ну и по моему мнению, чеченский тейп туркой, они являются потомками вот этих древних бунтурков. И, кстати, в тех же грузинских письменных источниках содержится прямое указание на то, что бунтурки являются по происхождению хуритами, потому что они названы иеусеями, а иеусеи – это хуриты, древнейшие жители Иерусалима. Это обстоятельство вы найдете в любой электронной еврейской энциклопедии. То есть Иеусеи – это до завоевания Иерусалима царем Давидом. Там жили хуриты, их называли Иеусеи. И о бунтурках пишут, что они по происхождению Иеусеи. То есть, получается, хуриты. Но это я так устно излагаю, может быть, непоследовательно. У меня есть глава про бунтурков. Ну и надеюсь, вот в новом издании моей книги я включил эту главу, и она скоро станет доступной читателям. Так что это все сказки, легенды, что тейп туркой, они пришли из Турции. Ничего общего с турками они не имеют. По ДНК-исследованиям они, так говоря по-простому, чистейшие чеченцы. Варус Марус. Древние летописцы называли урартийцев также некоторые племена между речи Месопотамии алародиями. Несомненно, чеченский тейп Аларос стоит у истока возникновения чеченского народа. Хасан упорно предпочитает игнорировать сей непреложный факт, непонятно почему. Валла, Варус, Марус, Ландак, Санхаизм, это уже ты, не знаю, 10-й раз этот вопрос задаешь. Я тебе уже отвечал. Алародиями урартийцев называют Геродот. Вот, античный автор Геродот, историк. Как пишут все ученые, исследующие этот вопрос, Алародий – это греческая транслитерация исходного Арарат или Урарту. Там «р» превратилось в «л» и так далее. Там лингвисты по-своему объясняют вот этот переход. Но если тебе хочется, вот чтобы ты больше не задавал этот вопрос, давай сок арвина, вот я признаю, что ты прав. Вот Алароди – это Аларой. Все. Григор. Последние исследования Арно Фурне и Аллан Р. Бохмарда полагают, что хурито-уратский язык является особой ветвью индоевропейских языков, что подтверждается лексическим сходством. Обнаруженные новые тексты на хуритском языке сделали гипотезу родства хурито-уратских
с войнахскими языками менее популярным, крайне низким оказался объем предполагаемых восточно-кавказско-хуритских лексических изоглосов. Так что ищите свою историю в другом месте. Хуриты и урарты составили основную массу армянского народа и определили основную линию физической преемственности, а индоевропейцы, носители протоармянского языка, в силу ряда исторических причин передали хуритам свой язык. И ссылка идет на Дьяконова «Предыстория армянского народа». Григор, ну, у тебя все здесь вот поставлено с ног на голову. Во-первых, Игорь Михайлович Дьяконов в «Предыстории армянского народа» он нигде не пишет, что, вот как ты утверждаешь, что армяне передали хуритам свой язык. Наоборот, Дьяконов многократно утверждает, что в хурито-урартском языке нет ни одного армянского слова, ни одного. А в армянском языке встречается громадное количество хурито-урартских слов. И из этого, пишет Дьяконов, следует вывод, что древнейшим населением армянского Нагорья были хурито-урартийцы, а армяне являются пришельцами, которые переняли у хуритов элементы их языка, культуры и так далее, но не наоборот. То есть, ссылаясь на Дьяконова, ты абсолютно извращаешь то, что он сообщает, что он констатирует, что он доносит до нас. Кроме того, вот это твое утверждение, что гипотеза родства хурито-урартских с войнахскими языками стала менее популярной, это чисто голословное утверждение. Наоборот, чеченская лингвистика в этом отношении добилась блестящих результатов за последние годы. Изданы словари, огромные объемные словари хурито-урартских и нахчийских лексических параллелей, схождений. Один словарь издан лингвистом Сигаури и Лесом Сигаури, а второй чеченским ученым, исследователем Идрисом Булатбиевым. И оба они являются носителями чеченского языка, то есть в отличие от европейских, даже российских ученых, которые изучают чеченский язык по каким-то академическим словарям, русско-чеченским или другим, они знают чеченский язык изнутри, знают его диалекты, знают старинные какие-то слова, которые выходят из употребления, но все еще бытуют в нашей живой речи, и поэтому их словари, они намного богаче, намного глубже и намного более научно обоснованнее, чем вот эти описания некоторых европейских ученых, которые, судя по всему, для вас, Григор, являются какими-то оракулами. Для нас, чеченцев, вот эти западные европейские ученые, которые занимаются хурито-урартскими проблемами, не являются такими непререкаемыми авторитетами. Потому что мы знаем и свой язык, мы изучаем урартский язык, мы, конечно, пользуемся достижениями хуритологии, урартологии, но мы этой темой владеем глубже, потому что мы являемся носителями живого языка, который является близким родственником хурито-урартских языков, точнее диалектов. Ара-ар-арич. Название очень многих тейпов и топонимов Чечни расшифровывается на языке армян. Подобное встречается не только в Чечне, но чуть ли не по всему миру. В отличие от других регионов, в Чечне это сохранено гораздо больше. Ара-ар-арич, ну это такой обоюдоострый топор. Мы можем сказать, что армянские топонимы, очень многие армянские топонимы расшифровываются с помощью чеченского языка. Но на самом деле это как бы взаимная расшифровка, и сходство наших топонимов по фонетике, по семантике, это отражает то, что мы, чеченцы, являемся родственниками, языковыми родственниками хурито-урартов, а армянский язык вобрал в себя, ну, как в качестве наследства, этнического наследия, очень много хурито-урартской лексики. И поэтому так получается, что у нас много общих слов, общих топонимов, ну и так далее.
Нартсан. Как лувийский, так и хетский, только под авторитетом Грозного эти языки отнесены к индоевропейским языкам. Но это вранье. Там явная подтасовка Грозного. Абсолютно уверенно могу сказать, что хетский язык относится к хуритам. Сейчас явные хуритизмы объясняют как бы культурным влиянием хуритов. Хетский язык – это хуритский язык или один из диалектов. Также думаю, что и эламиты чеченоговорящие. Нартсан, так с порога я, конечно, не буду отметать то, что ты говоришь. Я читал статьи самого Бреджиха Грозного, такое сложное имя у него, Бреджих Грозный. Но это так по-чешски звучит имя Фредерик Берджих. Он в конце 30-х годов опубликовал «Вестники древней истории», в переводе на русский язык несколько статей о своих исследованиях, как он выявил индоевропейский облик хетского языка. Но я также согласен с тем, что хетский язык испытал огромнейшее влияние хуритского языка. Но это влияние было таким тотальным. Хетские цари носили хуритские имена, там, божества хуритские, литература на хуритском языке и так далее, и так далее. Так что какой-то симбиоз языковой там мог произойти, но в то же время статьи Грозного, они тоже были очень убедительны. Он доказывал, что хетский язык – это индоевропейский. Ну и приводил, на мой взгляд, вот такие непререкаемые доводы. Поэтому я бы то, что ты утверждаешь, как-то усреднил бы, не стал бы делать такие категорические заявления. Там все-таки есть свои нюансы, и к ним нужно, мне кажется, прислушиваться. Ну, на этом я хочу завершить сегодняшнее свое выступление. Благодарю всех за терпение, с которым вы меня выслушали. Извиняюсь, если были какие-то оговорки. Я в прошлый раз оговорился, так, назвал Николая I Николаем II, и мне это столько людей указало на эту мою оговорку. Я им, конечно, всем благодарен, но прошу как бы в будущем указывать на такие оговорки без сарказма, без попыток как бы подвергнуть сомнению. Ну, это такие, скажем, очень простые знания. Вот то, что Николай I предшествовал Николаю II. Это видно по их нумерации. И я даже в школьные годы знал, кто такой Николай I, кто такой Николай II. Ну, просто оговорился. Бывает это, когда человек много говорит устно, да, в его речь закрадываются какие-то ошибки, оговорки. Это бывает, но не нужно, пожалуйста, ликовать по этому поводу. Это мне напоминает один момент из книги Соловьева про Хаджу Насреддина. Там две книги у него: «Возмутитель спокойствия» и «Очарованный принц». И вот в первой книге «Возмутитель спокойствия» в Бухару приезжает арабский мудрец Гусейн Гуслия, которого вызвал эмир Бухарский, чтобы с его помощью поймать Хаджу Насреддина. Ну и Хаджа Насреддин с помощью хитроумных уловок, он себя выдает эмиру Бухарскому Гусейном Гуслия, а Гусейна Гуслия Хаджой Насреддином. Ну и Гусейна Гуслия, этого арабского мудреца, астролога, сажают в тюрьму, в башню. И Хаджа Насреддин, который в глазах эмира Бухарского является Гусейном Гуслия, ходит якобы пытать этого пленного Хаджу Насреддина, чтобы он рассказал там о каких-то своих секретах, сокровищах. И Хаджи Насреддину надоел эмир Бухарский, он до того глуп был, что так беседы с ним не доставляли ему никакого удовольствия. И он так расслабился, и один раз на вопрос эмира Бухарского, пытал ли он сегодня Хаджу Насреддина, ответил: да, пытал. Ну и рассказал он что-нибудь? Нет, говорит, упирается, ничего не рассказывает. Тот говорит: а ты примени еще более жестокие пытки. Тот: хорошо, вот я пойду, буду ему вырывать ногти,
и потом раскаленной иглой буду протыкать ему язык. И тут эмира Бухарского озарило: подожди, говорит Гусейн Гусля, если ты ему проткнешь язык, он же не сможет тебе рассказать свои тайны. Ну и Хаджа Насреддин почесал затылок: да, говорит эмир, да, ты прав. И тут же эмир приказал созвать, короче, всех своих мудрецов придворных и торжественно объявил: сегодня мы, эмир Бухарский, превзошли своей мудростью мудрость Гусейна Гуслия. Ну и рассказал про намерение лже Гусейна Гуслия протыкать язык раскаленной иголкой. И вот, мне кажется, некоторые вот комментаторы с таким же ликованием указали мне на мою оговорку. Ну и поэтому, да, я еще раз повторяю, не обращайте, пожалуйста, внимания на эти оговорки, они случаются. Уверен, что они и у вас случились бы, если бы вы что-то вот рассказывали. Все-таки история – это сложная наука. И тут, когда вопросы перебрасывают тебя с одной темы, с одной эпохи, с одного региона, совершенно в другую эпоху, в другой регион, на другую тему, то, конечно, иногда бывают оговорки. Валид, еще один вопрос. Ассаламу алейкум, Асан. Я уже в комментариях спрашивал подобное, прошу прощения, если повторюсь, но есть интересный момент про Орство и Алан. Дело в том, что в грузинской столетней летописи XIV века повествуется о судьбе династии орстхойцев род Ахасарпакиане, Ахсартагата, последних правителей Алании, Картлис Совриба в XI-XIV веках, а Астин Ахсартаг – один из главных героев астинского нардского эпоса. Сын Нарта Уархага. Уархаг у них переводится как «волк», вроде Ахсартаг является родоначальником одного из трех великих нартовских родов – Ахсартагката. Как думаешь, есть ли здесь связь? Кстати, известный генетик Олег Балановский говорил, что астинский генофонд одинаков от всего Северного Кавказа, то есть они местные. Еще, кстати, можно ли увязать название Акки, Акинцис, Аланой, Аланы и так далее? Как считаешь? Ва алейкум ассалам, ва алейкум. Ну, насчет Ахсартан, я знаю, был такой правитель в XI веке в Кахетии, где жили, ну, Кахетия, как я уже говорил, она в разные времена называлась по-разному, и Кахетия, и Эрети, и Чарталети, и Цанарети, и все эти названия, они соотносятся с какими-то нахчийскими племенами, этносами. И вот в XI веке, да, Кахетией управлял царь, которого летопись Картли, она написана, датируется XI веком тоже. В летописи Картли сказано: Ахсартан, небогатый имуществом, Ахсартан, сын Гагика. И вот этот Ахсартан, сын Гагика, он как бы благодаря, в кавычках, своим вельможам, которые примкнули к Баграту, грузинскому царю, к Баграту, то есть они влезли в войну. Хотя Ахсартан, он как-то пытался уйти от этой войны с турками-сельджуками. И сельджукский султан Алп-Арслан в 1068 году он вторгся в Кахетию. И, как констатирует летопись Картли, все кахетинцы побросали крепости свои и бежали на Кавказ. Ну и считается, и лично я так считаю, что вот эти кахетинцы, жители Кахетии, которые бежали, ну, эмигрировали на Северный Кавказ, это и были вот те, кого грузины назвали Хери с придыханием, а чеченцы называют Хири, ну, чеченцы, ингуши, некоторые дагестанские народы, осетин называют Хири. И по мнению крупнейшего астинского лингвиста Абаева,
Вот это название, само название части Астин, Ир, Ирон, это является такой астинской переогласовкой вот этого кавказского названия, Хери, Гири, и что это название имеет местное кавказское происхождение. То есть вот такая история получается. Вот такой Ахсартан, да, мне известен. Ну и да, я знаю, что и в нартовском эпосе есть персонажи, которым ты упомянул. Но что касается того, что осетины это местный народ, да, бесспорно, у них кавказионский антропологический тип. Это как бы печать, удостоверяющая, что носитель этого типа является как бы коренным кавказским народом. Ну, язык у астин, как мы знаем, он иранский, ну, относится к иранской семье языков, не к семье, а к группе, да, внутри индоевропейской семьи языков. И очень много слов, наших слов в языках и осетин, и дигорцев, и двалов. То есть, ну, это отдельная тема. Ну, можно будет посвятить этой теме какую-то отдельную передачу, но если сказать так, что да, безусловно, астин в антропологическом отношении и в языковом очень многое связывает с Кавказом. И, бесспорно, они являются коренным кавказским народом. Иса. Ассаламу алейкум. Асан, в интернете во многих источниках проходит информация по Чеберлоевской местности, что они якобы воевали против имамата и были разрушены во время этих событий. Почему-то указывается даже национальность нападавших. Это довольно странная информация, исходя из того, что один только Хой был населен 2000 человек. Что-нибудь есть из реальной информации в исторических документах по событиям в этой местности во времена имамата. Но я скажу, что у чеберлоевцев с имамом Шамилем были, мягко выражаясь, непростые отношения. Чеберлоевцы долго не признавали власти Шамиля. И известные слова Шамиля, записанные Руновским, приставом Шамиля в Калуге, когда он находился в плену, что единственное, о чем он сожалеет, что не уничтожил всех чеберлоевцев. Вот, не знаю, действительно ли Шамиль говорил такие слова, но вот где-то в записях у Руновского вот это промелькнуло, это утверждение. Так что, да, судя по всему, у чеберлоевцев с Шамилем, повторяю, были непростые отношения. Но что касается вот конкретно каких-то населенных пунктов, разрушенных Шамилем, то тут ничего определенного я сказать не могу. Имран Шапиев. Ассаламу алейкум, Асан. Я из Тайпа Сесно и время от времени проживаю в Саисане, Сесан. Является ли связь между Сесан, Сасан, Сасун? Для меня это никакого значения не имеет. Я Нахчмахко, Тайпом Сесно. Просто очень интересно. Заранее желаю всех благ от Аллаха. Ва алейкум ассалам, Имран. Я тебе тоже желаю всех благ от Аллаха. Такой же вопрос примерно задает и Луиза Джабраилова. Сасан это не тайп Сесаной у народа Нохчи. И такой же вопрос задает человек, который подписался Опаолипов. Асан, ассаламу алейкум. Сасана. Нажаюртовский район, чеченский древнейший тайп. Осетины чеченцев называют Сасана. То есть 3 вопроса касаются, в принципе, одной темы. Я вполне допускаю, что вот это название, тайповое название, название населенного пункта, оно связано с обозначением чеченцев в устах, например, Астин, которые чеченцев называют Цацан или Сасан. Ну и я в одной из предыдущих передач рассказывал про область Сасан, Сасун, ну и так далее, что там жили не армяне в средние века. И по мнению армянских ученых, Манандяна, Капанцяна, там проживали в средние века, проживали урартийцы.
Так что, да, вполне может быть, что вот это древнее название, оно сохранилось в Чечне именно в названии тайпа Сесан и вот Сейсан, Сесан, населенного пункта. Руслан Чеченский. Ассаламу алейкум. Асан нохчи тяптар мухар печать. Үштен году ушса уйти. Ва алейкум ассалам, Руслан. Ну, вот Руслан спрашивает, вот, чеченская летопись, мухар, ну, печать, национальная летопись. Есть ли человек, который знает, где они находятся? Ну, я уже говорил, Тептер, я сам ничего об этом, конечно, не знаю, не был свидетелем. Мне это рассказывал Саламат Гаев, мне и моему товарищу, который был со мной. Мы ездили в Ношху, это было между двумя войнами, по-моему, в 1997 году. И Саламат Гаев показывал нам Ношху, все эти места, рассказывал о них. И он сказал, что да, у чеченцев были 3 реликвии: котел, национальная летопись, тяптар и национальная печать. Что вот котел был разрушен по приказу имама Шамиля в 1846 году. Тяптар пропал вместе с его хранителем в Казахстане во время депортации. Ну что вот печать, она хранится в Чечне. Он даже назвал селение, где живут люди, которые хранят эту печать, вот эту реликвию. Но людей он не назвал. Ну и правильно сделал, потому что мало ли. Если они столько лет хранят эту печать, значит они надежные хранители, и пусть хранят и дальше. Нахчу 4Л, Лат, ну короче, длинное имя, непонятно. Тамерланище. По словам Бакаева, делать ему больше было нечего, как 300 лет сидеть, обложив Нахчи и Кавказ. Вот Нахчу 4Л, с чего ты взял, что Бакаев утверждает, что Тамерлан 300 лет сидел, обложив Нахчичу, Чечню и Кавказ. Ну, Тамерлан не Кощей бессмертный, чтобы 300 лет где-то сидеть, и не черепаха, столько людей не живут. И я такую глупость никогда нигде не упоминал. Ну, я уже говорил, существует такой прием полемический. Приписать своему оппоненту какую-то глупость, что вот, типа, мой оппонент говорит то-то, то-то, какую-то глупость, а потом успешно опровергать эту глупость. Но я такие вещи нигде не говорил. Если я где-то говорил, покажи там ссылку, приведи цитату. А так у тебя какие-то голословные обвинения, Нохчу 4Л. Ну и давай, я не буду на тебя время терять, потому что ничего серьезного ты не скажешь. Дальше я читать не буду. Шелдон. Ассаламу алейкум, Асан. Ты в старом выпуске, отвечая на вопрос, говорил, что с нами турки воевали, но ответ там был очень коротким. В Аргунском ущелье есть Тайп Мулка, один из 9 гаров Гейзер Кэлла. Вот старцы рассказывали, что их так нарекли во время войны с турками. Еще старцы рассказывали, что в те времена доходило до того, что приходилось воевать то с турками, то с иранцами, то с русскими, практически без передышки. Хотелось бы узнать, у тебя есть ли информация касательно войны с турками. Заранее благодарен за ответ. Дейл Резхел. Валикум ассалам, Шелдон, Дейл Резван, Масана. Ну, поскольку ты упоминаешь как противников чеченцев русских, то это явно времена после 16 века. Потому что первое столкновение чеченцев с Россией, с русскими произошло во время похода воеводы Хворостинина в 1594 году. Ну, я могу год так напутать, но, по-моему, это точно 1594 год.
Значит, вот эти войны с персами и с турками должны были происходить после 16 века, то есть в 17, 18, 19 века. Ну, в эти столетия, тем более в 20 веке, никаких войн чеченцы с персами и с турками не вели. Это абсолютно исключено, потому что в истории нет ни единого упоминания о каких-то войнах чеченцев с турками и с персами. Единственное, в 18 веке Надир-Шах вторгся на Кавказ, дошел до Дагестана. Там дагестанцы, ну, хорошо ему всыпали. И он ушел обратно, и с тех пор, говорят, в Персии появилась поговорка: когда шах сходит с ума, он идет войной на Кавказ. Ну, а с турками я говорил, ну, я не говорил, что чеченцы воевали с турками, прямо что это война была. Это вот эпизод мухаджирства, чеченского мухаджирства, когда турецкий султан предложил чеченцам земли, свои земли, ну, государственные земли в районе Дияр-Бакыр, по-моему. Чеченцы посмотрели эти земли, послали разведку. Сами они остановились около города Муш. И разведчики вернулись и сказали, что эти земли абсолютно неплодородны, засушливы, что ни в коем случае там селиться нельзя, потому что у нас будет голод. Ну, а других земель у турецкого султана не было. Все другие земли были заняты, они были во владении каких-то людей. Ну и султан решил насильно переселить туда чеченцев, окружил их войсками. Войск было так много, что даже столичный гарнизон был снят и переброшен против чеченцев. Ну и там произошло сражение, но в принципе турки, они издали обстреливали чеченцев картечью. Ну, вы знаете, картечь — это страшное оружие, это как миномет современный, ну, по убойной силе, я имею в виду, не по механике. Чтобы не истолковали мои слова превратно, уточняю это. Но заряжали пушку вот этими осколками, многими осколками стреляли, и один выстрел мог убить и ранить очень многих людей. И вот так вот потом чеченцев переселили, но уже в какие-то другие места, сформировали из чеченцев полк, конный полк, и, к сожалению, этот чеченский конный полк, он участвовал в подавлении восстания балканских народов, восстания против турецкого господства. То есть пришлось повоевать в качестве карателей, что чеченцам, ну, никогда чеченцы как бы не считали героическим поступком. Карателем быть — это не есть достойное занятие. Автуры. Ассалам алейкум, Асан. Очень хотелось бы про Вторую мировую войну узнать, про тех героев наших, скрытых от нас барков. Ва алейкум ассалам, автуры. Ну, я скажу, что, конечно, чеченцы участвовали во Второй мировой войне. Другое дело, что это была как бы война, ну, вне национальных интересов чеченцев, я прямо скажу то, что считаю. Меня вот этот пафос такой патриотический меня абсолютно не трогает. Но и скажу, раз чеченцы попадали на войну, никогда даже самые лютые враги чеченцев не обвиняли наш народ в том, что он проявляет на войне трусость. И естественно, я считаю, что чеченцы, попав на войну, они воевали как следует. Ну и в подтверждение этих слов приведу слова Ивана Петровича Рыбкина. А Иван Петрович Рыбкин — это, ну, нынешняя молодежь, наверное, не знает его. В 90-е годы он был спикером Госдумы России первого созыва, ну, председателем парламента. И после этого он был секретарем Совета Безопасности России. То есть это был человек, чья должность позволяла ему поднять телефонную трубку и потребовать любой документ. Там,
И вот я сейчас процитирую его, что он писал. По отношению к чеченскому народу часто проявляется неблагодарность. В советский период целый народ был депортирован. Их считали пособниками немецких фашистов. По-другому о чеченцах не говорили. А среди них было 146 героев Советского Союза. И можете проверить это утверждение. Оно содержится в книге Рыбкина «К безопасности через согласие и доверие. Выступление и интервью. Москва, 1997 год». Вот если бы Рыбкин сказал там, приблизительно 100, там 200, я бы еще так засомневался, но он приводит точное число: 146 героев Советского Союза, чеченцев, получивших эти звания во Вторую мировую войну. Ну и раз зашла об этом речь, я вам покажу одну книгу. Это «Герои Советского Союза». Эта книга, она в 2 томах. Вот эти 2 тома, они у меня есть. И вот что я подчеркнул вот из этой книги. В этой книге приведены поименно все герои Советского Союза, включая герои Советского Союза в Афганскую войну, и, естественно, основная масса героев – это герои Второй мировой войны. И я немножко исследовал вот это издание, до конца эту работу не довел, сразу признаюсь. Но и того, что я исследовал, мне хватило для вывода, что 80-90% всех вот этих наград Героев Советского Союза советские солдаты и офицеры получили во вторую половину войны, то есть с 1944 по 1945 год. А в ранние периоды этой войны, в 1941, 1942 и 1943, героев Советского Союза давали только в исключительных случаях. Но когда вот посыпался этот дождь героев Советского Союза, чеченцы были уже депортированы. Их сняли с фронтов. Не забывайте, что чеченцев депортировали в самом начале 1944 года, в феврале. То есть чеченцы не воевали ни весь 1944 год и не весь 1945 год, кроме единиц, которые были записаны представителями других национальностей, там, дагестанцами, татарами и так далее. Вот эти записанные представителями других народов чеченцы, они получили 5 звезд Героя Советского Союза, а эти 146 героев, они получили эти награды в первую, самую тяжелую пору войны, когда, я повторяю, награду давали только за исключительные подвиги, очень редко, потому что в период поражения, отступлений давать солдатам и офицерам героев, командование не хотело. Делало это с большой неохотой и только при исключительных военных подвигах. И именно в этот период, в ранний период, чеченцы получили 146 звезд Героя Советского Союза, как пишет Иван Петрович Рыбкин. А остальные вот эти герои в большинстве своем, солдаты и офицеры получали в пору побед, наступлений в 1944-1945 годах, когда чеченцы уже были сняты с фронтов. То есть я хочу сказать, что звезда героя в начальный период войны, она стоила как 5 звезд героев в завершающий период войны. И поэтому вот это количество звезд, оно должно быть хотя бы так умственно умножено минимум на 5. То есть эти звезды получены действительно за исключительные подвиги. Вот эти данные показывают, что чеченцы воевали. И воевали так, что ни одному другому народу и не снилось, я могу сказать, потому что на душу населения это очень большое количество звезд Героя Советского Союза.
полученных, повторяю, в самый тяжелый период войны, в начальный период, когда героев давали только в исключительных случаях за выдающиеся военные подвиги. Айса. Ассаламу алейкум. Хасан, есть ли данные о датировке самого раннего чурта, найденного в Чечне, и какие-либо сведения, когда еще хоронили в открытых склепах? Ва алейкум ассалам, Айса. Ну, точных дат у каких-то процессов быть не может. Ну, там такой широкий, бывает широкий хронологический охват. К сожалению, я не могу сказать о самых древних чуртах, ну и вряд ли кто-то может сказать об этом определенно, потому что эти чурты, как мы знаем, когда чеченцы были в депортации, вот это вновь прибывшее население, оно грабило наши кладбища, могилы, они снимали чурты, делали из них бордюры, ну, это всем известно, это доказано, бордюры, там какие-то коровники, хлевы и так далее, то есть использовали как строительный камень. И самые древние чурты, ну, они пропали, можно сказать, ну, может, где-то засыпанные землей, где вот этот жадный глаз пришельца не мог увидеть этот чурт, может, там они сохранились, но я не знаю, честно говоря. Ну и склепы, в склепах, по-видимому, хоронили вплоть до позднего Средневековья. Это, как выясняется, ну, высчитывается через одежду на этих мумифицированных трупах. Кстати, мне это рассказывал Джабраил Юрьевич Чахкиев, ингушский историк, что по какому-то идиотскому решению со всех склепов в Чечне, в Ингушетии были собраны из этих склепов одежда на этих мумиях, снята одежда, другие там, ну, инвентарь. Там бывали какие-то музыкальные инструменты, посуда и так далее. И все это привезено в наш краеведческий музей в Грозный. И там вот все эти находки, их складировали в подвалах, потому что выставлять их негде было. Музей был там, он напоминал избушку, наш республиканский музей. И в этих подвалах их сначала затопило водой, вот эту одежду, а потом все, что осталось, доели крысы. И я помню, я еще был студентом, я зашел в музей, увидел во дворе Далхана Хажаева, нашего известного историка, и Руслана Арсанукаева, который живет в Канаде сейчас. И они, ну, спасали вот то, что в этих подвалах осталось во дворе. Они там сортировали что-то, мыли, там, чистили. Я так с ними поговорил, и я из любопытства спросил у них, какая у них зарплата, и они назвали очень такую маленькую цифру, по-моему, 80 рублей, что ли, оклад. Ну, я понял, что это действительно очень большие патриоты, Далхан Хажаев и Руслан Арсанукаев, потому что вот за эти копейки они просто вот трудились, пытаясь спасти то, что было загублено в этих запасниках, подвалах Чечено-Ингушского краеведческого музея. Ну и еще про склепы я скажу, что очень интересную теорию выдвинул про наши склепы историк и архитектор Аркадий Гольдштейн. Он говорит, что вот эти чеченские ингушские склепы с пирамидальными крышами, они есть и в Северной Осетии, они есть также и в Кахете, в Хевсурете, в Тушете, что вот в древние времена, то есть эти склепы построены по типу жилищ, которые были у наших предков в древности. То есть, если мы хотим посмотреть, в каких домах жили наши предки 1000-1500 лет назад, то надо посмотреть на наши склепы. И дома, он пишет, были у нас такими. Там были еще лоджии,
которых нету в склепах. То есть это были очень добротные, красиво сделанные дома. Потом вот этот тип жилищ, он сменился жилыми башнями у нас в горах. Ну а древние, более древние типы жилищ, они сохранились в таком виде копий в этих склепах. Вот что пишет Аркадий Гольдштейн. Миклуха Маклаев. Есть ли в письменах древнего Шумера и других соседних государств гласные звуки? Да, Миклуха Маклаев есть. Ну, как известно, вся клинопись, она перенята от шумеров. Поэтому шумерская клинопись, она, в принципе, мало чем отличается от аккадской клинописи, от хуритской, хетской, урартийской и так далее. И в клинописи есть гласные знаки, обозначающие гласные звуки А, Е, У, И. Вот только О и У обозначались одним знаком, и поэтому в древних клинописных текстах иногда происходит небольшая путаница, когда ученые не знают, как нужно читать то или иное слово, на У или на О. Нарцан. Ассалам алейкум, Асан. Не могу с тобой согласиться, мы также являемся потомками урартийцев. Если не все, то точно немалой части. Также мы являемся наследниками и государственности урартов. Об этом говорит наше наследие как национальный котел, национальная печать и национальная летопись, что аналогично было у урартов. Также и населенные пункты, где это все хранилось, имеют одни и те же названия, таких случайностей не бывает. Ва алейкум ассалам, Нарцан. Ну, в какой-то мере я с тобой согласен. Но я никогда не говорил, что наши предки, навчийцы и урартийцы жили в совершенной изоляции друг от друга. Между урарту, с одной стороны, и кабанской культурой, скажем, это зона обитания наших предков, постоянно происходил какой-то, скажем так, генетический обмен. Я уже говорил об этом. Какие-то племена приходили оттуда, с юга, с севера уходили на юг и так далее. Вот самый такой яркий пример – это цанары. Армянский средневековый историк Вардан Аравелци, Вардан Великий, он описывает приход цанаров из Халдии, то есть халдами называли урартийцев, к Дарьяльскому проходу. И он пишет, что когда цанары пришли к Дарьялу, они узнали в этой местности свою родину, то есть то место, откуда они выселились на юг. То есть в случае цанаров получается, что они сначала обитали у Дарьяльского прохода с юга, потом они переселились в Переднюю Азию, а потом вернулись и узнали свою прародину. Вот как это описывает Вардан Аравелци. Ну и потомками цанаров, мы знаем, являются Чартой, скорее всего Чанти. И вот мы можем сказать, например, что Чартой – это потомки урартийцев, потому что их предки побывали в Урарту. То же самое мы можем сказать и о Чанти. Ну и были, например, Варандой. Есть основания предполагать, что они в древности переселились из Нахчийского Арцаха на Северный Кавказ. Таких описаний много. Так что какой-то обмен, безусловно, происходил. Но нельзя, я считаю, прямо вот так вот 100% отождествлять урартийцев с нахчийцами. Все-таки мы развивались в двух разных регионах, хотя какой-то культурно-этнический обмен, безусловно, происходил. И что касается вот этих мест, да, это интересно. Сейчас я как раз работаю, не поделюсь небольшим секретом, вот над этими именно схождениями, скажем так, названий топонимов тех мест, где хранились и котел, и тептер, и печать национальная, и с аналогичными
топонимами Урарту и не только Урарту. Там вырисовывается очень интересная картина. Во всяком случае, меня это все потрясло, и весь материал у меня собран, по счастью, и осталось только записать. И, иншаллах, я надеюсь, что в скором времени я совершу эту работу. Саркис Григорян. На 17:07 минуте про кандак и непонятный язык. Это проще простого. Подумайте, священник показывает письмо и говорит со всеми на понятном языке, и все его понимают. Не поймут только содержание письма, да, потому что это тайное письмо, и оно написано только для конкретных людей и в переносном смысле. Кандак — это от слова код, то есть тайна. По другим диалектам кадагир, гохтагир, гахтнагир. Это все имеет один смысл. Поэтому понимал только священник. А почему священник? Да потому что священник имел большой авторитет. Вот и вся тайна. Саркис Григорян. Очень много моих армянских зрителей, они обсуждают вот этот роман Церинцев «Мука рождения». Но я показываю этот роман, я говорил, даже в этом романе отпечаталось, что у жителей Сасуна язык был не армянский. И привел несколько выдержек из этого текста. Но главным образом мое утверждение опирается, конечно, не на роман Церинцев, а на описание историка 9-10 веков, армянского историка Фомы, или по-армянски Товмы Арцруни, который написал историю дома Арцруни. Я уже зачитывал то, что он писал о жителях Сасуна. Он их представляет как не армян. И комментирую текст, я не буду зачитывать, я уже несколько раз зачитывал текст Томы Арцруни. Армянский академик, знаток древнеармянского языка, блестящий ученый, он широко известен в Армении, Яков Амазаспович Манандян. Он отмечал, что речь идет об урартийцах. Вот я зачитаю. Сведения, сообщаемые Фомой о жителях Сасуна, представляют чрезвычайную ценность. Из этих сведений видно, что хутцы, Хут — это гора в Сасуне, жители Сасуна, сасанцы, как их называют армяне, их еще называли хутцами. Что хутцы еще в IX веке находились в первобытно-экономическом социальном состоянии, жили родовой жизнью и имели отсталое земледельческое хозяйство. Любопытно, в частности, то, что часть хутцев говорила, по-видимому, не на армянском, а на каком-то непонятном языке. Это пишет академик Манандян. В дальнейшем изложении Фома Арцруни язык этот считает чуждым и не поддающимся исследованию. Повстанцев же, говорящих на этом языке, называют сирийскими простолюдинами. Однако, опираясь на новейшие исследования, можно, по-моему, с большим вероятием утверждать, что они были не сирийскими простолюдинами, а, вероятно, халдами или урартийцами, которые, как известно, постепенно слились с пришлыми армянами и вместе с последними считаются предками армян-хаев. Свидетельство Фомы Арцруни весьма ценно, поскольку оно указывает, что остатки древних халдов сохранились до IX века в Нагорном Сасуне. Это я называю его работу. Манандян. Народные восстания в Армении против арабского владычества. Лекция, прочитанная в лекториуме Ереванского государственного университета в связи с тысячелетием великого армянского народного эпоса Давида Сасунского. Ереван, 1939 год, страница 27. Перепроверьте меня. Но это не все. Другой армянский академик, очень авторитетный лингвист, Григорий Айвазович Капансян, он также считал, что это хут
гора Худ в Сасуне, это название связано с древним названием урартийцев, которых называли Кути или Гути. Что это так, парафраз, скажем, вот этого названия. И вот что он конкретно пишет. Имя района Худ в Сасуне мы можем сближать с именем народа Кути, Гути, упоминаемого в ассирийских надписях южнее наирских племен. Смотри также Джебель-Джуди, имя горы к северу от Ниневии, где остановился ковчег. Капансян, историко-лингвистическое значение топонимики Древней Армении. Историко-лингвистические работы, том 2, Ереван, издательство Академии наук Армянской ССР, 1975 год, страница 132. То есть он тоже считал жителей области Сасун урартийцами. И этот район назывался Халди. Другой древний армянский историк Вардан Аравелти считает, что цанары пришли к Дарьяльскому проходу из Халди, то есть из области Сасун, скорее всего. Вот на что я опирался в своих утверждениях. Во-первых, на Товму Арцруни, и, во-вторых, на трактовку сведений, излагаемых Товмой Арцруни, двумя армянскими академиками Манандяном и Капансяном. Ни на Церинца, ни на роман «Мука рождения», дав вот эти цитаты, озвучив эти цитаты, дав ссылки, я закончил свой этот пассаж указанием, что даже в художественной литературе, в частности в романе Церинцев «Мука рождения», отпечаталось мнение, что в области Сасун обитал какой-то народ, который не понимал армянского языка. То есть я базирую свои утверждения не на Церинце. Церинц, так, если фигурально выражаясь, это вишенка на торте.